выражать эмоции во время розыгрыша. На, пей! Ни в чем! Всегда что-то подмешает. Мы давай дом сожгем! Все мы знаем, что Нальчик очень маленький город, и слухи здесь распространяются очень быстро. Здорово. Слышал, у вас мама жена родила. Ладно, слышно. Эй, вы слава корову украли! Слава Богу, украли. Слышно? Таких Пятигорск приехал! Я ожидал от Тахира. Идем дальше, у нас необычный случай при падении небоскреба. Бывший фокусник. Алло? Ну я здесь стою, тебя жду уже. Где ты? Молодой человек, что себе позволяете, а? Что это такое? Извините. Алле, оп! Представим случай на войне. Брось меня, командир! Нет, ты меня брось! Далее представим человек, который 158 раз проходит собеседование. Ну что ж, Тамбир, у вас просто замечательное резюме. И работа моя! Вы знаете 16 языков, в том числе говяжий. И работа моя! Вы прошли войну. Я знаю, что вы ветеран. Ветеран и работа моя! Но у меня к вам один вопрос. Почему вы голый? Это что-то упустила, кажется! Идем дальше и давайте окунемся в одну из нальчикских школ. Масай! Что? Отвечай! Не буду! А что я вам выслать? Не буду! Не знаю! Один! Нет! Два! Нет! Три! Нет! Четыре! Пять! Четыре! Четыре! Нет! Что я правильно было? Раз! Нет! Два! Нет! Три! Нет! Четыре! Было! Пять! Да! Пять! 12 умножить на 8! Раз! Нет! Два! Нет! Три! Нет! Четыре! Можно я сегодня пораньше уйду? Да ты что, офигел-то? Щеками давай! Давай, пошел! Абсолютно на любом вокзале можно встретить такого человека. А я, между прочим, говорил. Она не понимала, мы ни разу языка разговаривали. Но я все равно утопился с фильмом вместе. И что у меня есть дома арбуз. Ладно, давай пока. Высказался. Кан-кан-кан. Поезд Москва-Нальчик, отправляйся в 20:30. Далее представим парень, который не может правильно выбрать момент. Момент. Нормально. Что делаешь? Я вообще в магазине работаю. В магазине. Извини, я знаю, я не знал просто, когда тебе сказать, ты приемный. Друзья, до следующего номера напрягите свое воображение и давайте представим, что следующий номер показывает абсолютно голые люди. Понял, да? Ай-яй-яй.
туалета. Друзья, в жизни главное вовремя остановиться. О! Пардоньте, мадемуазель! Экскузez-moi! Мадемуазель, у вас не будет для меня. Пожалуйста, Спасибо. А чё бы нет? Экскузez-moi, мадемуазель. А у вас не найдется ли для меня 50 рублей? Да возьмите хоть 100, пожалуйста. Давайте мне 100 рублей. Мадемуазель, в дёсны бахнемся? Да пошли, 100 рублей даю! Социальная реклама. Превозмогая боль, он тренировался все время. И даже когда от него ушла жена, и даже когда он потерял работу, и даже когда у него сломалась одна нога, и даже когда у него сломалась рука, и даже когда у него появилась аллергия на арахис, он все равно продолжал тренироваться. И вот настал тот миг, и вот настал тот час, когда он вышел под рев трибун, чтобы показать все свое мастерство. Всемирная ассоциация против тенниса в боксе предупреждает: тренируйтесь правильно. Скрытая реклама в нашем выступлении. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел вас что-нибудь купить. Пожалуйста, проходите, выбирайте что угодно. Знаете, проблема такая, у меня нет денег. Ну, тогда я не могу вам помочь, проваливать. Ну, конечно, можете. Конечно, вы можете мне помочь, но нет денег. Зачем? Как зачем? Я вас что-нибудь куплю. На мои деньги? Вы же чувствуете этот контакт? Да, вы купили идею, чувствуете, а? Чувствуете? Единственное, что я чувствую, что вам нужна жвачка. Да, мне нужна жвачка. Чувствуете, а? Чувствуете? Какой в этом смысл? В чем моя польза? Ну, я вас продавал. Ну, на мои же деньги! Так, слушай, если тебе что-то не нравится, пошел вон. Магазин вообще. Я думал, мы так. Так ты кто такой вообще? Ты что за фрукт? А я томат. Вместе мы фруктовый сад! Все мы знаем, что испанцы очень горячий народ. Давайте посмотрим на одну из семей Испании. Эсмеральда, ты дашь мне денег на пиво? Да, отстань от меня! Теперь давайте представим случай на проспекте Ленина. Короче, я иду у бабушника Ляна. Галы! Я не знаю, бери И в конце нашего выступления первый выпуск малобюджетных новостей. Недавно на заседании Совбеза ООН Барак Обама заявил: дело в том, что у нас нет денег на переводчика, и мы не знаем английского языка, что мы поняли, что мы. Секундочку. Только что я почесал себе ухо. А это значит время экстренного сообщения из Монголии, где как раз
Давайте попробуем с ним связаться. Здравствуйте, Андрей. Вы меня слышите? Несите, молодой человек! Стёпа! Азамат Биштов исцеляет людей. Недавно на его концерте парализованная девочка встала и ушла.